Семья Неженцевых из поселения Чульман Нерюнгринского района заняла 3-е место в заочном республиканском семейном конкурсе «Семья. Хранитель традиций Республики Саха-Якутия-2021». Неженцевы продемонстрировали все грани национальных, культурных, творческих и семейных особенностей жизни в номинации «Многодетная семья». Родилась семья Неженцевых в 1998 году в Кыргызстане. О соединении двух сердец мы узнаем из презентации к семейному конкурсу, озвученной дочерью Викторией. Мои родители познакомились, когда маме еще было 18 лет. Папа дарил ей цветы и подарки, вскружил маме голову, и они поженились. Свадьба у них была пышная и веселая. Пели и танцевали до утра. Здесь нас любят, примут и поймут. Это наши родные берега. Всегда простят, будут счастливы от наших побед. Никогда и ни в чем не обвинят. И не важно, сколько нам лет. В 2002 году муж, жена и старший, но тогда еще единственный сын Виталий переезжают в Россию. Ну, даже как-то мы не планировали, уезжать. Да, не планировали, да. Не задумывались. Но были разговоры, что многие уезжают с Киргизии, может и нам куда-то поехать. Ну, как-то вот так вот, между прочим. А тут позвонила мне знакомая, мы вместе работали в музыкальной школе, Ирина Федотова, и говорит: вы хотите поехать в Россию? Я говорю: ну как-то бы, вот не знаю, мы-то и не думали. Она: ну приезжайте к нам вечером, нужно поговорить. Приехали к ним в гости, а там ее подруга, они вместе учились, Света Маслова, и она говорит: я с России, и мне в музыкальную школу нужны педагоги. Я вас приглашаю, и Серега как раз тогда был у нас в поселке, глава поселка, и вам предоставят и жилье, и работу. Я вас приглашаю. Ну, все хорошо, вот вам этот буклетик такой красивый, тайга такая красивая. Я говорю: а где это в России? Она говорит: в Якутию. О, нет, в Якутию, вы что? Ну, вот так все равно потом согласились, поехали сразу с Виталиком. Мы на своей машине, своим ходом приехали. Якутия сразу покорила сердце Неженцевых и стала для них второй родиной. Я в Джибарике в командировку ездил, мне понравилось. И по трассе, вот на машине даже своим ходом ездил туда. С Якутска. Вот красивая вот природа везде. Вот я в Якутске ездил на комиссию в октябре месяце, тоже своим ходом ездил. Через паром переправлялся на машине. Все так хорошо, замечательно, мне понравилось. Нам нравится, нам нравится здесь жить. И вот двоюродный брат, родной Миша зовут, что переезжайте. Ну, мы как-то уже здесь прям нравится. И если где-то в отпуске приезжаем, какой родной Чульман. Да, сюда приезжаешь, душа сразу успокаивается. На Ход любимое место. На реке летом отдыхаем. По тайге на каток. На лыжи. Уже в Якутии в семье Неженцевых появился второй ребенок – дочь Виктория. Родилась у них дочка Виктория. Это я, окруженная любовью родителей брата, я росла самым счастливым ребенком. Такое есть место на этой планете, где вырастают малые дети. Здесь появились ты и я. Все это Мы проводим время весело. Как здорово, когда все вместе. важное место на этой планете, где мы всегда любовью согреты. Здесь появились ты и я. Все это наша семья. Глава семьи Михаил после получения российского гражданства в 2005 году много лет работал водителем на БелАЗе, а сегодня трудится инженером-механиком в БелАЗ-24. Его хобби – отремонтировать то, что кажется уже непригодным для пользования. И делает это мужчина на отлично.
Ирина работала в музыкальной школе 10 лет, преподавала хоровые и теоретические дисциплины, вела вокальную группу. А с 2013 года стала музыкальным руководителем детского сада «Буратино» в поселке Чульман. Моя профессия самая замечательная, самая необыкновенная и благодарная профессия музыкальный руководитель. Я, как добрая волшебница, приоткрываю двери в загадочный и талантливый мир музыки, завораживая воображение детей новыми ослепительными красками. Только здесь мои чувства выше неба, здесь и плоть, и кровь. Здесь моя вода с хлебом, здесь моя вечная любовь. И станет через них простой золой, кто нарушит моей семьи покой. Держите меня, 7 ветров, есть моя семья, и остальное все пыль, остальное все бред, все наживное, все хлам. Есть моя семья, и через миллионный миль я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм. Ты отойди, мой дом, беда с грозами, только там моя душа босая, и в этом бьются сердца любимые. Значит живу и я. Кроме того, Ирина руководит церковным хором, хранит домашний очаг и успевает активно участвовать в общественной и культурной жизни района. Например, в прошлом году завоевала первое место в конкурсе «Автоледи». А дети не отстают от активных и разносторонних родителей. Все Неженцевы – творческие личности. Старший сын Виталий на прошлой неделе вернулся с армии и сегодня уже в родных стенах для своей семьи исполняет авторскую песню. Здравствуй, мама, здравствуй, папа, здравствуйте, мои друзья. Скажу я вам при встрече, скоро дембель у меня. Но прошло уже полгода, службу слышной годовой, а служу ее я сложно, вот достать пора домой. Армия, армия, вот и дембель мой родной. Армия, армия, прямиком я мчусь домой. Служба прошла хорошо, легче, чем думалось. Служил я в Чите. 212-й – это окружной учебный центр от военного Восточного округа. Там был связистом, то есть связью занимался. До армии Виталий получил высшее образование. Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Сейчас пока пойти устроиться на работу, а после вновь идти поступать, уже обучаться на пилота. А мне нравятся самолеты, скорость, мне нравятся полеты, это все. То есть мне нравится, какая у них структура, еще аэродинамика, это все мне нравится. Какое оборудование там стоит. Кроме этого, Виталий интересуется видеопроизводством. С друзьями придумывают сюжет клипа или фильма, сами снимают и монтируют. Еще рендера нету. Надо рендер сделать, и тогда уже будет. Самый младший в семье Неженцевых – сын Леонид. В этом году пошел в 1 класс. Любимый предмет в школе – пропись. Когда родился мой младший брат Леоня, Это место, где всегда тепло, независимо от времени года. Нас поддержат, когда тяжело, когда на душе непогода. За ошибки нас всегда простят. Единственная дочь
Виктория учится в 10 классе, занимается танцами и спортом. Если я закончила танцы, я все равно на них хожу, потому что мне нравится это. Разные направления. Классические, русские народные, современные. Также Виктория закончила художественную школу. Нам давали на выбор технику, сюжет. Я решила, что не рисую в абстракции, и выбрала технику, что у меня все фигуры будут состоять из одного геометрического предмета. Это ромб. И вот мы видим везде ромб. Вот эту птичку я перерисовывала очень много раз. Она у меня не получалась. Сначала я хотела нарисовать совсем другую картину, но потом я что-то щелкнула, и я решила, что это будет вот такая картина. Я ее дорисовывала дома сама, защищала тоже дома, так как началась пандемия, всех закрыли на карантин. Рисовала я ее весь год, можно сказать. Первые 3 месяца я придумывала сюжет, а остальные я рисовала. Ставили оценки, я за нее получила отлично. У меня красный диплом. У Неженцевых много родных. Старший брат Ирины Максим тоже переехал с Киргизии в Якутию, и сегодня семьи живут в соседних домах, ходят друг к другу в гости и отмечают вместе праздники. В 2012 году и их мама Галина Ивановна переехала в Чульман, поближе к детям. У меня 2 детей, и когда у нас не стало папы, то я решила поехать к детям. Потому что дети – это наше счастье, и ничего дороже детей нет. И самое большое счастье, когда дети рядом. У меня 6 внуков, 3 внучки и 3 внука. У Иры 2 сына и дочка, а у сына, у Максима, у него 2 дочки и сын. Еще у меня есть правнучка, ей 6 лет, Софья. Это дочка старшей моей внучки Ольги. Бабушка, ее дети и внуки любят место, в котором живут. В Киргизии своя красота. Деревья там фруктовые, горы, все. Если вот горная речка, там вообще хрустальная такая. А здесь своя красота. Тайга очень красивая. Лиственницы, особенно лиственницы, меня поражают ранней весной, когда только появляются иголочки. Очень красиво. Зима красивая, вот, что прям интересно. Едешь даже по дороге, по трассе, когда вот мороз стоит, туман такой, деревья все в снегу, прям, красиво очень. То есть это словами не описать, это видеть надо. Мне очень нравится Якутия, здесь очень красиво, несмотря на то, что тут так холодно. Это все равно очень красивое место. Это моя родина, я ее очень люблю. Родители Михаила живут в Киргизии, и семья старается ежегодно ездить к ним в гости. Это мы были в Бишкеке, когда у родителей в гостях на родине в 2011 году. И в парк пошли отдыхать, и там мужчина рисовал, художник, шарш. Мы решили сесть, чтобы он нарисовал. И вот нарисовал нас, и тут осталось. Вот уже 10 лет как прошло после этого. Мы любим путешествовать, мы ждем отпуск, или вот рядышком, начиная с Чульмана, и все, поехали в Благовещенск, Владивосток, были в Турции, были во Вьетнаме, были, где еще мы были? В Приморье же. В Китае были. Дети у нас от школы, вот Виталя ездила с экскурсией в Пекин, Вика с экскурсией ездила от школы в Санкт-Петербург. Что вот в Сочи они вдвоем ездили, в лагере были. Республиканский фестиваль «Семья года» проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни. И Неженцевым было что показать. Есть моя семья, и через миллионы миль я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм. В
кулинарном блоке конкурса Ирина со своей дочерью Викторией поделилась рецептом семейного блюда. Мы семья Неженцевых. Мы русская семья, но очень любим восточную кухню. Наше любимое блюдо – это лагман. И сейчас с доченькой Викторией мы покажем, как мы его готовим. Бутерброды нашей семьи под названием крабики мы тоже очень часто делаем. Любят и дети, и мама с папой. Конкурс проводился в 20-й раз в заочном формате. 5 этапов позволили продемонстрировать все грани национальных, культурных, творческих и семейных особенностей жизни Неженцевых. Две подруги под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — молвила вторая девица, — я для Михаила бы царя родила богатыря». Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица и роди богатыря мне к исходу декабря!» В Чульмане был пышный пир, свадьба словно на весь мир. Много прибыло гостей, много добрых новостей, и подарков много разных, и речей красивых, классных. И спустя царица Ира родила Виталю, сына. Праздновал царь на весь мир, всем устроил славный пир. Шли года, и рос сынишка, заскучала царица Иришка. С утра в школу проводи, на работу прибеги, мужу ужин приготовить, сказку на ночь сыну молвить. Успевала все царица, славная была девица. Царь работал из всех сил, сына он боготворил. И решила вдруг царица, дочь Виктория родится. И спустя еще годок родилась девица в срок. Красота ее бесценна, вся столица обомлела. Дочка дивная растет, словно сакура цветет. Вся талантами полна и умом наделена. Царь гордится, краше нет, дочки лучшей на весь свет.
Лишь царица заскучала, о большой семье мечтала. С утра в школу, в садик проводи, на работу прибеги, мужу ужин приготовить, на ночь песню всем исполнить. Успевала все царица, славная была девица. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, а Иришка сына ждет. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают и царевича венчают. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Царь гостей всегда встречает и в беседе изучает. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Мы объехали весь свет. Ищем мы семью большую, непростую, золотую. Конкурс будет на весь мир. Семья года, как турнир. Пол Якутии прошли, наконец-то вас нашли. Вдруг царица улыбнулась. Ей идея приглянулась, собрала семью, совет и сказала свой завет. Мы одна семья, большая, свадьба скоро золотая. Много можем показать, о заслугах рассказать. Петь умеем, танцевать. Главное всех уважать. Помогаем делом, словом, с чистым, искренним задором. Неженцы вы нас зовут, мы согласны в добрый путь. Стать победителями семейного конкурса Неженцевым не составило труда, ведь они продемонстрировали свой привычный образ жизни, где отчетливо видна ценность семьи и ответственного родительства. Здесь моя семья, и остальное все пыль, остальное все бред, все нажитое, все хлам. Здесь моя семья, и через миллионный миль я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм. Здесь моя семья, и через миллионы миль я вижу дома своего свет, я сердцем чувствую свой храм. Наша семья любит праздники. Например, на День города Нерюнгри мы даже оделись в якутские наряды, изучили историю нашей республики и окунулись в нее с головой. В общем, наша семья – это пример любви и взаимопонимания. Ведь мы дружны и всегда друг другу поможем. Моя семья – моя гордость.